Партия исламского возрождения Таджикистана обратилась с письмом к Организации Объединенных Наций. Суд города Москвы отправил под домашний арест гендиректора компании, где работали погибшие в коллекторе мигранты. Полиция Германии задержала на границе с Польшей нелегалов из Таджикистана. Спортсмен из Таджикистана Нурали Мамали стал чемпионом мира по дзюдо. Партия исламского возрождения Таджикистана обратилась в Организацию Объединенных Наций с призывом вмешаться в намерение Российской Федерации о признании ПИФТ террористической организацией, так как если это случится, под угрозой репрессий могут оказаться тысячи бывших членов или сторонников таджикской оппозиции и членов их семей не только в России, но и во всем постсоветском пространстве. Мы призываем генерального секретаря ООН и страны-гаранта мира, прежде всего Российскую Федерацию и Исламскую Республику Иран, непосредственно вмешаться в эту тревожную ситуацию в целях предотвращения признания России ПИФ террористической организации, говорится в письме, направленном на имя Генсека ООН Антонио Гутерреш. Также в письме отмечается, что ПИФ считает необходимым призвать Российскую Федерацию воздержаться от принятия такого решения, которое пошло бы вразрез с духом соглашения и собственным статусом гаранта мира, подписанного в Москве. Кроме того, мы призываем ООН создать специальную группу для анализа и оценки степени исполнения соглашения о мире и ее результатов, говорится в письме. Кузьминский суд города Москвы отправил под домашний арест Виктора Липатова, генерального директора компании, сотрудники которой погибли при очищении канализационного коллектора на юге-востоке города. Об этом сообщает Интерфакс. Постановлением суда в отношении Липатова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 октября 2022 года, сообщило агентство в суде в среду. Таким образом, суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о заключении Липатова в СИЗО. Липатову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшим по неосторожности смерть 3 лиц. 7 августа рабочие занимались очищением канализации на улице Краснодарской на юге-востоке Москвы, когда в коллектора начала подниматься вода. По сообщениям СМИ, 12 сотрудников работали в канализационном коллекторе на улице Краснодарской. В результате подъема уровня воды 5 человек самостоятельно выбрались из коллектора, 5 подняли сотрудники спасательных служб. 3 человек, 2 граждан Кыргызстана и 1 гражданин Таджикистана, не смогли выбраться на поверхность. Позднее их тела нашли спасатели. Как отметили власти, причиной трагедии стали сверхъестественные осадки, из-за которых уровень воды в коллекторе резко поднялся. Ход расследования контролируется прокуратурой города Москвы. Федеральная полиция ФРГ задержала в воскресенье 9 нелегальных беженцев на границе с Польшей, в том числе граждан Ирана с российскими визами в паспортах, передает РИА Новости. 2 автомобиля с польскими номерами высадило несколько человек в районе Франкфурта на Одере. Женщина и 2 мужчин в возрасте от 24 до 30 лет удостоверили свои личности действующими иранскими паспортами, содержащими российские визы. Других документов, разрешающих проживание в Германии, у них не было, говорится в сообщении. Позже в этом же районе были задержаны 6 мужчин в возрасте от 22 до 37 лет из Таджикистана и Ирака без проездных документов. Немецко-польский патруль задержал автомобиль, за рулем которого находился 29-летний мужчина из Грузии. В отношении него начато предварительное расследование в нелегальном провозе иностранных граждан. Поиски 2-го автомобиля предполагаемого контрабандиста не увенчались успехом. Задержанные лица подали прошение о предоставлении убежища в Германии. Они направлены в Центр первичного приема федеральной земли Бранденбург. Таджикский спортсмен Нурали Мамали выиграл молодежный чемпион мира по дзюдо, который проходит в Эквадоре. В весовой категории до 66 кг он по пути к финалу одержал победу над итальянским спортсменом Валерио Коле, французом Максимом Мундангой, соперником из Турции Мухаммадом Демирелем, молдовским атлетом Изваряну Раду. В финальном поединке Нурали сразился с одним из фаворитов соревнований, действующим чемпионом Азии среди молодежи Азизбеком Артиковым из Узбекистана. На чемпионате мира по дзюдо среди молодежи Таджикистан представляет, кроме Нурали Мамали, еще 5 спортсменов. Победители и призеры будут награждены денежной премией вместе с медалью. $2000 за первое место, $1200 за второе место и $680 за третье место.